Афганистан на самом деле таджикский? Предки таджиков с глубокой древности обитали на современной территории Таджикистана и части других республик Средней Азии. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему в Афганистане больше таджиков, чем в самом Таджикистане. Мы наконец-то разберемся реально в этой теме. Во время археологических раскопок 1980 года в Кулябской области, близ Хавалинга, были сделаны находки, показавшие, что на территории Таджикистана уже 500 000 лет назад жил первобытный человек. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Протяженность таджикско-афганской границы составляет около 1500 километров. Многие участки государственной границы проходят по труднодоступным горным территориям, что значительно осложняет ее охрану. Ко второй половине 19 столетия границы двух держав разделяли только горные хребты – Памир и Гиндукуш, и прилегающие к ним земли. Ясное дело, это была территория современных Таджикистана и Афганистана. У таджиков на северной стороне хребта к тому времени были собственные мелкие княжества, которые платили дань узбекскому бухарскому ханству. Но власть узбеков никогда не была очень сильной. По факту жители Памирских гор и долин были независимыми. В Афганистане на тот момент ситуация была куда интересней. После изгнания иранцев в 18 веке впервые за долгое время старейшинами был избран правитель всей страны. Им стал Пуштун Ахмад Шах Дурани, бывший генералом у персов. Именно с этого времени начинается независимая история этого восточного государства, точнее, тот ее период, когда афганские земли не принадлежали иноземцам и не управлялись иностранцами. Именно тогда столицей был объявлен Кабул. Правда, за век правления династии Дурани власть монархов сильно ослабла. Начались войны между претендентами на престол и их сторонниками. Многие горные кланы фактически никому не подчинялись. Как раз в такое смутное время англичане решили увеличить территорию, принадлежащей им Индии. Первая война с афганцами закончилась установлением власти во всем подчинявшегося им эмира. Правда, этого не признали старейшины племен и наиболее достойный претендент на трон Дост Мухаммед. Крупная британская армия была перебита во время отступления, но затем стороны сели за стол переговоров. Афганистан фактически сохранил свою независимость. Вторая война началась в 1878 году, когда Россия была отвлечена на турецкий фронт и не могла вмешаться на востоке. Англичане быстро разбили войска эмира и ополчение племен и заняли основные города. Над страной был установлен британский проректорат. Когда в Европе наступил мир, настало время начертить границы и в Азии. Фактически современная территория Таджикистана и Афганистана сформировалась именно тогда, в последней четверти XIX века. Был заключен ряд последовательных англо-русских соглашений, которые и очертили рубежи двух нынешних независимых стран. А как вы относитесь к тому, что границы, по сути, устанавливали русские и англичане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Дело в том, что исторически первым населением Средней Азии были иранские народы, предки будущих таджиков. Все смешало тюркское завоевание региона, когда многие из коренных жителей были ассимилированы и границы между областями проживания персидских народов прервались. С тех пор тут было множество государств и империй, которые еще больше перетасовали людей. Ближе к нашему времени таджики жили на территории нынешнего Таджикистана. Но это была лишь горная и бедная периферия их земель. Основной областью этого народа был север и северо-восток Афганистана, включая Кабул, плодородные и богатые долины. Два региона разделяли Памирские хребты, именно потому, что существовала четкая природная граница. Европейские державы фактически закрепили статус-кво. России отошла северная сторона Памира, вассальному Англии и Афганистану – южная. Так, по сути, и сформировались границы, которые сейчас являются головной болью как для Таджикистана, так и для Афганистана, и тем более для таджикского народа. Как вы относитесь к такой истории? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!